2023 год для казахстанских автолюбителей начался с приятных новостей. В январе стартовала легализация автомобилей, везенных в страну обходными путями до 1 сентября 2022 года. В феврале был запущен прием заявок на участие в программе льготного автокредитования. Правда, поставить свой автомобиль на казахстанский государственный учет для многих казахстанцев оказалось сродни прохождению квеста. По всей стране в автоцонах в первые дни старта акции наблюдались большие очереди. Многие столкнулись с тем, что им для легализации нужны дополнительные справки и документы. Что касается подачи заявки на участие в программе льготного автокредитования, большой резонанс вызвала работа сайта, который за 18 секунд смог принять 761 заявку из 125 тысяч желающих. Эксперты заявили о несправедливости по отношению к казахстанцам, которые ждали заветное авто и не успели подать заявку через сайт. Таким образом, как жалуются люди в соцсетях, машина в Казахстане по-прежнему больше роскошь, чем средство передвижения. Но как эти новшества влияют на цены? Да и влияют ли? «Голос народа» обсудил эти вопросы с генеральным директором агентства мониторинга и анализа авторынка Артуром Мискаряном. Как напоминает эксперт, за 8 месяцев прошлого года по программе льготного кредитования реализовано 12 тысяч автомобилей, при том, что рынок в целом превысил отметку в 120 тысяч проданных автомобилей. Также в ближайшее время по программе будет реализовано еще 600-800 автомобилей. Соответственно, это не те объемы, которые каким-то образом могут влиять на динамику рынка. По его словам, программа льготного кредитования всегда будет пользоваться спросом у населения за счет своих привлекательных условий. Рыночные автокредиты от банков второго уровня подразумевают ставку в 25-28% и первоначальный взнос в 20% от стоимости автомобиля. По программе льготного кредитования первоначальный взнос не является обязательным условием, а ставка не превышает 7,5%. Соответственно, программа льготного кредитования пользуется и будет пользоваться высоким спросом. Другой вопрос, что программа работает в условиях ограниченного объема фондирования, поэтому ее охват пока остается скромным. В целом, по мнению Артура Мискаряна, стоимость автомобилей в первые месяцы нового года стабилизировались. В первом квартале происходит рядовая индексация цен на уровне 5-10%. В целом, стоит отметить, что со второго полугодия 2022 года происходит стабилизация цен. Того бурного роста, который был зафиксирован в 2020, 2021 и в начале 2022 году, сейчас не наблюдается. Предложение насыщается за счет китайского импорта и благодаря росту производственных мощностей на действующих казахстанских автозаводах.